Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В начале некоторые темы выпуска. Безопасная дорога. В Сосногорске проверили подходы к школам. Планы на лето. В Нижнем Удосе проводятся работы по благоустройству поселка. Все лучшее детям. Образовательные учреждения Сосногорска готовятся к новому учебному сезону. Ремонт дорог – тема, которая становится особо обсуждаема в летний период. Водители уповают на то, чтобы восстановление полотна прошло быстро и в нужных местах. А те, от кого это зависит, чтобы работа была выполнена в полном объеме. Этот вопрос стал главным на состоявшемся вчера совещании в администрации района. За круглым столом депутаты районного и городского советов, представители управления ЖКХ, глава района. Открывая рабочую встречу, Сергей Дегтяренко отметил, что задача по ремонту дорог – одна из самых актуальных. Поэтому выбирать адреса необходимо с учетом мнения самих жителей. Народные избранники знают проблемы своих округов не понаслышке. Начальник управления ЖКХ Евгений Мека подробно рассказал о том, какие планы уже в работе. В рамках годового контракта на содержание и ремонт дорог подрядчик уже приступил к первоочередному ремонту дорожного полотна. Улицы Лесная, Вокзальная, Восточная, Горького, Комсомольская и Молодежная, если позволят погодные условия, будут отремонтированы в течение этого месяца. Общая сумма ремонта, запланированная в рамках контракта, около 3 миллионов рублей. Это позволит провести ямочный ремонт на площади 500 квадратных метров в Сосногорске и столько же в поселках. Кстати, запланирован и запас на будущий год. Следующей весной, сразу после схода снега, подрядчик отремонтирует аварийные участки методом холодного асфальтирования. Тот план работ, который намечен осуществить до конца летнего периода, он вполне, так сказать, необходим нашему городу. И те моменты, которые вот на сегодняшний день являются проблемными, дороги, тротуары, они будут включены в план выполнения этих работ. И эти работы будут депутатами контролироваться и проверяться и качество, и ход выполнения работ. И я надеюсь, что осенью мы получим хороший итог. Заместитель начальника управления ЖКХ Виктория Гоголева озвучила, какие проблемные участки не вошли в первоочередной перечень, но требуют ремонта. Улица 40 лет октября, улица Ленина, Сосновский переулок, улица Вокзальная, Проточная, Гайдара вдоль гаражного комплекса, улица Герцена с конечкой, скажем так, так называемая конечная остановка автобуса, улица Зои Космодемьянская. Это то, что уже посчитано. Это ремонт дорог? Да, конечно. И это не все. Глава района отметил, что эти участки в случае одобрения депутатов могут быть отремонтированы за счет дорожного фонда. Он составляет чуть более 5 миллионов рублей. Этот объем средств позволит провести ремонт дорожного полотна в городе на площади 3500 квадратных метров картами и ямочный на площади 750 квадратных метров. Еще 500 квадратов планируется отремонтировать в поселках. Для того, чтобы более качественно подойти к определению мест, где еще необходимо провести ремонт, депутаты внесли свои предложения и значительно дополнили общий перечень. Всего от депутатов поступило более десятка предложений. Все они будут включены в план ремонта дорог этим летом. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Уже полным ходом идет подготовка к новому учебному году в образовательных учреждениях города. Так, в Сосногорской детской школе искусств началось обновление концертного зала. На сегодняшний день уже произведена замена окон. Остальные ремонтные работы запланированы на ближайшее время. Какие, узнал Андрей Калиничев. Ремонт концертного зала детской школы искусств является одним из 8 проектов республиканской программы «Народный бюджет», которые будут реализованы в Сосногорском районе в этом году. В помещении, где регулярно проводятся концерты воспитанников образовательного учреждения, запланированы замена окон и дверей, ремонт и обустройство сцены, установка ограждений и перил, в том числе для создания комфорта маломобильным гражданам. Уже к 1 сентября наша школа встретит учеников обновленным концертным залом, и мы сможем и дальше проводить наши концерты, мероприятия. Приглашаем всех горожан посмотреть на наш концертный зал.
Ремонт концертного зала – не единственное позитивное событие в жизни школы искусств, произошедшее в этом году. В апреле образовательное учреждение получило новое фортепиано. Инструмент появился в школе благодаря национальному проекту «Культура». Подготовка к учебному году полным ходом ведется и в образовательных учреждениях города. Например, в кадетской школе ремонт начали с актового зала. Сюда уже привезли новые стулья, обновили занавес, тюли на окнах. Будут покрашены стены и полы. Косметический ремонт учебного и спального корпусов начнется чуть позже и пройдет в обычном режиме. Побелка, покраска. Кроме этого, у нас запланирован ремонт в спортивном зале. Там в ближайшее время будут заменены стеклопакеты на окнах и также двери на пластиковые. Все это осуществляется благодаря именно финансовой поддержке администрации и управления образования муниципального района Сосногорск. В Доме детского творчества тоже начался ремонт. Он проходит в рамках реализации народного проекта «Ресурсный медиацентр для детей и подростков города Сосногорска». Под него отвели отдельное помещение. Ресурсный медиацентр будет заниматься теле-видео-журналистикой. На сегодняшний день у нас заключены договоры на поставку оборудования, как цветового, оборудования для видеозаписи, оборудования студии. Ведется работа по разработке программы по медиацентру. Ну и чтобы подготовить помещение, ведутся ремонтные работы. То есть помещение, где будет располагаться сама студия, где будет вестись запись, и где дети будут получать первые и важные навыки журналистики. Также директор Дома детского творчества отметила, что медиацентр примет своих первых слушателей в начале сентября. Учиться тележурналистике смогут юные сосногорцы в возрасте от 12 до 18 лет. Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Сегодня в рамках реализации федерального проекта «Безопасные дороги» депутаты Сосногорска приняли участие в акции «Дорога к школе», цель которой – выявление опасных для детей участков дорог по направлению к учебным заведениям. Участники акции осмотрели несколько территорий на наличие или отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. Первой под осмотр попала промышленная часть города. Здесь комиссия проверила переход ко второй школе. Надо сказать, что данный пешеходный переход, который находится непосредственно перед второй школой, соответствует требованиям действующего законодательства. То есть имеется все необходимое: освещение, предупреждающий светофор, необходимые дорожные знаки. Единственное, что необходимо, это обновить дорожную разметку. Не обошли депутаты стороной и первую школу города, ведь безопасные маршруты движения к образовательному учреждению являются важными. Тем более, что с началом каникул там действуют летние площадки. А это значит, что ежедневно по переходу проходит большое количество детей. Сегодня в рамках реализации партийного проекта «Дорога к школе» проведены обследования пешеходных переходов в непосредственной близости возле школ, чтобы они соответствовали ГОСТам. Каждый пешеходный переход должен быть оборудован искусственными неровностями, перильным ограждением, светофором Т7. В принципе, данные пешеходные переходы все соответствуют, имеется разметка, все знаки соответствуют. Единственное, что разметочку следовало бы обновить. По информации управления ЖКХ, работы по нанесению разметки на пешеходных переходах будут проведены в ближайшее время. Муниципальный контракт на этот вид работ уже заключен. Подрядчик ждет подходящих погодных условий. По требованиям ГОСТа для нанесения разметки необходима среднесуточная температура не ниже плюс 10 градусов по Цельсию и влажность не выше 85%. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Этим летом в поселке Нижний Одес появятся новые арт-объекты и детские площадки. Это лишь часть работ по благоустройству, которые запланированы в населенном пункте на это лето. О том, что будет сделано, расскажем в нашем материале. За площадью имени Ленина исторически закрепилось звание лица Нижнего Одеса. Именно здесь происходят главные культурные события в жизни поселка. В настоящее время состояние территории оставляет желать лучшего, но уже к концу июля, благодаря программе формирования комфортной городской среды, площадь изменится. В числе запланированных работ реставрация памятника Ленину, установка светильников на солнечных батареях, оборудование газонов и ограждений, а также размещение новых арт-объектов. Также установим с вами
Стеллу «Я люблю Нижний Одесс», которая, так скажем, станет новым арт-объектом на черте поселка, который, я думаю, полюбится и понравится жителям поселка. Также дополнительно будут установлены ряд малых характерных форм, которые, несомненно, приглянутся всем людям поселка, который станет центром, так скажем, уже обновленным, красивым, для того, чтобы можно было приходить гулять, фотографироваться, ну, и общаться друг с другом. Преобразятся в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и дворовые территории. Рядом с 8-м домом по улице Молодежной и 6-м по улице Пионерской этим летом появятся 2 детские площадки. Новые игровые комплексы станут прекрасным подарком местной детворе к летним каникулам. Программа действительно очень хорошая, отвечает за свое качество. Дети, я думаю, что будут очень довольны данным площадкам по поселку. Безусловно, детские площадки очень важны для нашего поселка, выполнены по программе «Городская среда». Я думаю, что дети очень будут рады данному подарку. Запланированы на это лето и работы по благоустройству Нижнеодесского сквера нефтяников. Он появился в поселке в 2015 году и за это время успел пострадать от рук хулиганов, уничтоживших светильники. Уже скоро в сквере появятся новые, но уже антивандальные. Сквер построен был для детей, для отдыхающих, чтобы приходили сюда, отдыхали, загорали там, время проводили. Ну, тут бывает, конечно, человеческий фактор, что иногда там бывает и что-то сломается, что-то попортится. Вот. Конечно, восстанавливаем, приводим в порядок все это по новой, чтобы людям было куда прийти и где отдохнуть. Будут проведены работы и на автомобильных дорогах Нижнего Одесса. Так, на Печорском проезде будет установлен светофор Т7, который обеспечит безопасность воспитанников 2 местных детских садов. Здесь он необходим только по одной простой причине, потому что располагаются 2 детских сада. Естественно, концентрация детишек, которые здесь постоянно передвигаются, достаточно большая, для того, чтобы водители у нас были более внимательны к нашим детям, нашим пешеходам. Поэтому мы решили поставить в этом году данный светофор. Также этим летом в Нижнем Одессе запланированы работы по нанесению дорожной разметки. Они будут проведены на территории всего поселка. Из Нижнего Одесса Андрей Калиничев и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Популярность Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с каждым годом возрастает. Все больше людей спешат приобщиться к здоровому образу жизни. Не отстает в этом направлении и Сосногорск. Отдел физкультуры и спорта в очередной раз подготовил для сосногорцев спортивное мероприятие. Сегодня в целях приобщения детей к спорту проходят прием испытаний норм ГТО среди детей детских оздоровительных лагерей. Это школы, потом спортивные площадки. В этом возрасте дети быстро растут и развиваются. Регулярные и правильные занятия физическими упражнениями в этот период содействуют естественным процессам и способствуют укреплению всего организма в целом. Именно поэтому выполнять нормы ГТО нужно уже с малых лет. Почему полезно? Потому что развивается руки, ноги, дальше жить будешь. Их надо сдавать, чтобы быть сильным для здоровья, чтобы понимать свой уровень силы. ГТО, для здоровья, сильность, защищаться, девочкам это полезно. Для здоровья, чтобы быть сильным, и для всего организма полезно. Чтобы быть сильным и здоровым. Прыжки в длину, отжимания, бег на время и, конечно же, пресс. Каждый из участников старался выполнить все нормы по максимуму, чтобы вскоре удостоиться золотого знака. 16, 17, 18, 19, 20. День получился по-настоящему спортивным. Легкая усталость – показатель того, что ребята постарались на славу. Осталось дождаться подведения итогов. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие дни температурный фон приблизится к норме. Температура воздуха в среднем будет достигать отметки 12 градусов. Но вместе с потеплением придут дожди с грозами. Не исключено, что местами грозы будут сопровождаться резким усилением ветра. По ночам ожидается в пределах 5-12 градусов. Дневная температура воздуха будет повышаться до 16-21.
На сегодня это вся информация. Новая уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.